снова всем здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. В первую очередь хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто остается с нами на канале, сопереживает, смотрит, оставляет комментарии. А те, кто еще не подписались, пожалуйста, нажмите значок подписаться под этим видео и рядышком значок колокольчика, чтобы быть в курсе всех событий, потому что впереди еще будут интересные сюжеты. Также в описании под этим видео я оставлю ссылки на предыдущие серии. Ну а теперь давайте вернемся к нашему экстремальному путешествию по автозимнику дороги Индигирки. Уже третий день мы пытаемся преодолеть расстояние между районным центром селом Хану и первым населенным пунктом Чумпакатыл. Расстояние между ними 181 километр по бездорожью, по наледи, по реке Индигирка и по заметенным местам и каменистым местностям. Благодаря помощи попутных машин и помощи работников дороги Индигирки с большим трудом удалось преодолеть несколько препятствий, которые я показала в предыдущих видео. Еще когда были в Саболохе, нас попросили передать посылку с продуктами местному парню Максиму, который застрял по пути в Саболох в Наледи и стоял уже несколько недель. Бәйте бар битті? Тепляка. Тепляка. Бұл бұт өті. Бұл материал дей. Тепляка. Шевелдер тұғайға. Үйді есть он. Доқтор қам. Тепляқтары бұтырады. Ағақтар бұйды. Ағақтары бұйды болады. Биптері? Сама тепляк. Кроме посылки, маленькая дочурка еще передала ему видео-привет, который мы ему показали на телефоне. И тут тоже помогли дорожники, притащив переносной баллок, тепляк, и где он пережидает помощь. До этого его вытащили с места, где он застрял, и перетащили ближе к берегу. Но и здесь лед полностью схватил все колеса, и он оказался в ледяном плену. Вот эти хагасаллилер быхлакчы. Марина питтери костулары. Ана работа кумну. Страшно гружены. Индигир машина ребята. Как видите, колеса намертво примерзли к льду, и придется теперь все это сперва долбить, выпиливать и вытаскивать. Еще не один день придется повозиться, чтобы вытащить эту машину весом 25 тонн. Трактор спаситель. А? Она тут что-то. Страшно. Трактор спаситель лыжа. Хапачка будет говорить. Ой. О, увидеть. Где?
Adam ucunu kere nabravut dedi tüyeli. Ага. Tiplaklar. А то вы дорога было так. Дорога тепляк. Ага, дорога тепляк. Koltuk Ага. Koltuk bu tarafta. Maksim. Ага. Дорога тепляк. Мантан такылтар. О, мантан саулы бар бит. Вот с этого места первоначально вытащили машину. Передав посылку Максиму и пожелав ему скорейшего разрешения проблемы, мы двинулись дальше в путь. Дальше до поселка Чумпукадыл проехали без особых происшествий. Проехали несколько замерзших наледей. Местами были и заметенные пургой участки, которые уже успели расчистить дорожники. Проезжали и каменистые местности. А в этом участке только начинала выходить наледь, поэтому проехали очень осторожно. Да. Первый населенный пункт после поселка Сабалох, поселок Чумпукадыл, мы приехали в час ночи. Попили чайку у гостеприимных хозяев и поехали дальше. Далее нам надо было проехать 144 километра. Это расстояние от поселка Чумпукадыл до поселка Устнера Аймякутского района по реке Индигирка. WhatsApp Сколько лет, сколько зимы. На 4G говорю. И вот, наконец-то, выехали с бездорожья реки Индигирка и заступили на асфальтированную дорогу. Устнера – ключевой населенный пункт на трассе Магадан. Поселок находится практически посередине трассы между Якутском и Магаданом, и отсюда отходит зимник по Индигирке к северным поселкам Хану, Белая гора и Чокурдаха. В поселке Устнера мы не стали останавливаться, проехали окольными путями, и дальше наш путь пролегал уже через федеральную трассу Колыма. Расстояние от поселка Устнера до первой автозаправки Кубемякуба 242 километра.
До этого нужно еще проехать два перевала: Ольчанский перевал и Брюнгадинский перевал. Ольчанский перевал начинается уже примерно через 40 километров от поселка Уснера. Ольчанский перевал – один из самых длинных, но в то же время самых красивых участков дороги Колыма. Протяженность этого участка составляет 27 километров, а предельная высота 1183 метра над уровнем моря. Его строительство началось в 1950-х годах и велось несколько лет. Перевал прорубали в скалах взрывами. Он подвергался в дальнейшем реконструкции, расширению дорожного полотна. Водораздел рек Волчан и Эберкая-Урях. 8 часов утра. Перевал очень красив и в то же время опасен. Непередаваемые чувства большой высоты, экстрима, свежего горного воздуха. Колымская трасса – самая важная дорога здесь. Трасса идет от Якутска до Магадана. Связующая, протягивается она на 2000 километров. И от нее отходит не так много дорог, ведущих к удаленным поселкам, и большинство из них зимники, то есть дороги, которые существуют только зимой. В истории Колымской трассы есть очень мрачные страницы, связанные с гулаговскими временами, о которых я уже рассказывала в прошлогодних видеосюжетах. Хотя в последние несколько лет дорожное строительство здесь развернуто, и многие проблемные места, которые раньше были откровенно опасными, теперь уже не так страшны. Но и сейчас, время от времени, эта дорога требует своей жертвы. Многие участки так и остаются сложными. Большая часть населенных пунктов Якутии доступна по дорогам только зимой, и вот эта трасса дает возможность хотя бы некоторую часть территории обслуживать круглогодично. Но даже и это относительно, пока нет моста через Лену. Поздней весной и осенью, когда лед уже не держит, а паромы еще не ходят, Якутск отрезан от Колымской трассы. Мост жизненно необходим Якутску и республике в целом. Ну и сейчас на этой трассе полно опасных и коварных мест, где узкая часть дороги не дает разъехаться со встречными машинами. Можно оказаться запросто в кювете, или даже бывают случаи, когда машины целиком на бок ложатся. Время от времени проезжаем участки с тепляками дорожников. Ну вот и наконец-то приехали до знаменитой заправки на Кубеме. И, конечно же, все, кто едут по Магаданской трассе, стараются дозаправиться именно здесь. После сотен километров пути здесь есть возможность еще и покушать в кафе горячего блюда. Ну и, конечно же, есть здесь и сотовая связь. Можно поговорить со своими родными и дать о себе знать.
Yeah. Вот мой завтрак на 350 рублей. Куба. Кафе Куба. Зато Wi-Fi есть. Девочки скромно чай только взять. А надо... А? Просто перевала, что было. Çok on anahtarları hiç. Bunları bir de bitti zapravkaları. Bunun sistemle duruyordu. Заправившись как можно больше бензина, мы двигаемся дальше в путь. Погода выдалась теплая, солнечная и намного веселее стало после горячего чая. Я сыккабан номнулдан кааландырым. Онда кәсіттерді бейін. Толек бар бұппакетті, бұлырын. Қасына бұзыр. Манна номнулдан каалым. Nerede kaldık? O asırda 6 час köyleler bekler edi. Bartakıda etler. Orada kalın kalbuk bir düştüğüce. Onda kamera aylarda durup da bir hemen kaygırlı kapıp bir de irak kadlı kapıp. Bakarıyla kananlara zaman oradan baldırır. O kulluktır edi. Adım yok kıradı zaten bulur. Bahçelerge. Ondan diye dönden gelemedi. Zapravkada toksuy bukut. Ola kaledi boçka yeger olur herhalde gece. Ol ki kadar kapıya kazıvırlar, narıtlar bir de. Ben de çöçeverim bulutlar. Ne zapravkalarda iyice konulur. Ha? Kapıyalara iyice konulur. Hatta aksekten de daralda bittiğini de. Bir bol 6 ay kadar. Окей, бит болды. 1 километр аттан қарап-қарап төттіріп келер отты. Туда и обратно 100 километров. Ого, обычный бит. Хватит. Çayı hemen yüklemek gibidir. Так, между разговорами мы поехали в сторону Кампонского района до поселка Теплого Ключа, расстояние 247 километров. В солнечную, теплую весеннюю погоду здесь начинаются очень живописные горные ландшафты и красивые пейзажи.
В пути через гору нужно объехать несколько перевалов. Это перевал Заячья петля, желтый и черный прижимы. Перевал Заячья петля, пожалуй, одна из самых красивых мест. И в то же время самые опасные участки. Это участки трассы, вырубленные в скале на высоте 120 метров над рекой. И вырублены они кирками заключенных без применения техники. Дорога здесь чрезвычайно узкая, не шире 4 метров. А этого недостаточно для разъезда 2 автомобилей. С одной стороны гора, с другой пропасть. Разминуться со встречным можно, лишь сдав назад до ближайшего кармана. Кроме того, из-за сходов грунтовых вод и гололеда машины нередко соскальзывали в пропасть. Виды с дороги открываются просто роскошные. Но отвлекаться и расслабляться нельзя, особенно зимой. На обледеневших участках трассы нередко можно увидеть разбитые фуры. Едем в полной тишине и любуемся пейзажами горной страны Верхоянского хребта. А вот поднимаемся на перевал Черный Прижим. С одной стороны над дорогой нависает огромная скала, а внизу на несколько сот метров ущелье и река. Трудно представить, что эти десятки километров дороги вырублены когда-то в скале кирками вручную. Высота прижима над рекой около 120 метров.
В 2000-х годах дорога была расширена, теперь здесь могут разъехаться даже 2 грузовика. Но даже сейчас на черном режиме бывают трагические случаи с аварией. Многое здесь зависит от погоды. Чуть выпал снежок и все, на перевал грузовики уже не могут заползти. порвался на ГРМе. Провода есть, нет? Заряжать можно. Он дизель, да, он, в принципе, далеко. Мы 100 километров проехали. Нам так кричали. Можно 15 погонять? Ну, и вот, давай. Да? Давай. Свободен, да? А я вам. Ayını. Не плохо. Ayağını ремень mi aldı? Sordu. Белыми булашка, где пишите на ленту. Kalak yakacağı olacak. Правый Гергачес вороту я дали. Это черный режим. Корреспондент. Ремнями. Черный режим. Öyle mi valla? Да. Теперь. Каким режим, блядь? Черный режим. Черный режим. Кому-то там помогает. Ладно, батя. Bu Хотутики сахалар тоқтулар деп бар, потому что bu холгар. Машины едут. Üstler kötleri bakteri. Ne bakmayalım. Ha mı pavuruk. الوقت دي. Aha üstü kötü mesela. ولا نقول هو تقبل بطاقة. Ho bu tohta. Alaratın cüheri. Yürekten gelen heller bu. Cide. Balar eter. Ha balar ete. Oturamazsın. De pergunta kalian istafına bir baktık taki trayete. Doktorda. Kalar ki enerji. Allah'ım diye. Doktorlu bırak git. Bana da bir şey çıkıyor. Hey doktor. Ha bana da bir şey Baktık din tuğuz. Yok tak. Baktık
Так, Ini ada tohturan no. Tohta kasu. Костылля. Batık te hakalıyorlar. Bu göz sesleri idim belli de. Kaçım yok diye. Evet baktım. Kayak kasola ka. Kayak. Nerincire tipe kaçım masih juara. Kaçım bu. Ne yeni? Suka manuk. Formulan. Она продал. Juara kaçım. Var kış bulu, soğuk kakayını kalır ki. Ola takıcı albın to Костылля бит. Oraya hanlara. Anu varın kepsi barangnya. Al bu yanında koy. Ada be makare kaçım kedere juga. Tuhta, turma hatta ada kawan. Ini tuh ada bonus tuh. Ya, то умрем скоро колбас. Anta beliat, aku melihat rata sana aku. Ha, ittirer gene. Mungkin ini lemah bola tuh ada. Ini kan piri-piri gini bro. Saya kisah. Bakta da bak. Bunları kalaydı. Tuh, buat ini. Su buraya. Cemal, cemal kar. Где он в машине который спит где Ну тут pintu dah. Juara. Nonton kaçık. Ну, говоря, бахнем не глядя детей, короче. Kami beli, aku melihat bonus tangan bikin lagi. Вот такие нет, он кулета дракохан что ли? Atau ini rebus tam. Dah, kamu lemah tak nak? Lama juga hari. Tas diyeceğim. Надо было на рыбе. Селфи. Оңым надуал. Оғылым надуал. Баса вот там кадр бутта. Бывают и поломки машин. Естественно, всем, кто рядом проезжает, надо помогать. Взаимовыручка здесь обычное явление. В тот раз помогли нам, а теперь помогаем мы. Камнепад было. Остановились, чтобы поправить расшатавшийся багаж на верхнем багажнике. Заодно и природой полюбоваться. Вы только посмотрите, какая красота, непередаваемое ощущение чистого, свежего горного воздуха. Что оттуда приехали? Проехав на автомобиле по этой дороге, вы получите заряд бодрости на долгие годы. Сумасшедшие пейзажи запомнятся на всю жизнь, а проведенное время вам подарит бесценный опыт. Надеюсь, те, кто посмотрели все фильмы от начала до конца, уже знают, какие препятствия и преграды могут ждать в пути, поэтому приехать нужно уже подготовленными. На этой позитивной ноте я завершаю свой экскурс, свое автопутешествие. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Всего доброго.